эмансипация женщины, она уже привела к тому, что женщина сегодня и способна, и имеет возможность, и может действительно быть и в высших руководящих кругах. Что говорить, если о наших женщинах белорусских, то, слава Богу, у нас дорога женщинам к власти или к должности открыта. Даже вот наше поколение Советского Союза уже имело эту возможность. Но сегодня в мире демократии, в котором мы живем, в той демократии, которая у нас в стране, в Беларуси, то, естественно, дорога к власти открыта. Самое главное, чтобы ты не переоценил свои способности, чтобы то, если ты руководитель на крупном предприятии, даже на мелком, где-то в органах власти, в парламенте, главное, чтобы ты пользу приносил, так же, как ты приносишь или должен приносить пользу своим детям. Говорить о том, что служба в органах внутренних дел – это исключительно работа только для мужчин, я бы не согласилась. Потому как все-таки и женщина сегодня делает немало для того, чтобы, в общем-то, даже воспитать, правильно воспитать, да, идеологически правильно воспитать подростка, чтобы сегодня видеть его счастливые глаза, чтобы вместе с ним радоваться, надеяться на будущее, счастливое будущее. Ведь это тоже результат, и к этому надо стремиться, надо правильно настраивать, в том числе и подрастающее поколение, для того, чтобы наши дети сегодня жили в мире, в счастье, в добре. То, что мы сегодня делаем все, создаем все эти условия, и государство наше в том числе помогает нам делать наших детей счастливее. Обращение к мужчинам. Берегите семью, берегите свою женщину, ту, которая дала вам детей и которая рядышком с вами, после мамы, взяла вас. И как мама свое дитятко, так она вас, мужчин, своего мужа, лелеет, нянчит, можно сказать, обожает.